Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какую неожиданную встречу готовит вам сама судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Как мило. Здесь женщина убегает, а мужчина ее догоняет, пытается ей руку поцеловать. Ох, возможно, это из вашего прошлого. Возможно, был в вашем прошлом человек, который действительно хотел вас и обнимать, и целовать, и целый мир бросить к вашим ногам. А вы, например, другого выбрали. Либо у вас были другие интересы в жизни. Но вот мне идет, что вы знакомы. Мне идет, что между вами что-то было, либо что-то намечалось, но не случилось в прошлом. Вот как женщина убежала от мужчины. Время прошло, много времени прошло. И вы уже об этом мужчине и позабыли. Вы уже, знаете, и, возможно, сразу и не вспомните, и, возможно, даже не сразу узнаете его, если увидите. А вот он о вас никогда не забывал. Он всегда вас помнил, он всегда вас любил. Мало того, ваш образ у него на сердце отпечатался. Буквально, ваш лик отпечатался на его сердце. Вот прям запали вы ему в душу, в сердце. Вот не смог он смириться, не смог он принять, что вы от него ускользнули. Но он не стал вас преследовать, я так понимаю, все-таки, человек, он благородный, опять же, у него к вам были чувства. Это как-то странно, если женщина тебя не хочет, а ты прям ее измором берешь и преследуешь. Это прям другим словом называется. Вы очень давно не виделись. Между вами прям и время, и пространство, и много-много обстоятельств в жизни. Я вижу, что вы были в отношениях с другими людьми. Кто-то из вас в браке был, может быть, даже не в одном браке побывали. А у этого мужчины жизнь сложилась немножко другим сценарием. Этот мужчина, видите, у него за спиной 7. Он очень многого добился. Он прям стал тем, кем стал. Человеком уважаемым, респектабельным, таким уверенным в себе. Прям можно сказать, что он расцвел за это время. И себя прокачал, и финансовый канал свой расширил, и многое купил, приобрел. И у него прям, в плане финансов, материальном все случилось, все сложилось. Возможно, за его спиной тоже есть брак, но брак, знаете, какой? Не по расчету, а вот такой, знаете, как удобный брак, что ли. Возможно, он был женат на женщине, которую никогда не любил. Но, все женятся, и ему надо, и он должен быть женат. Может быть, там где-то какая-то выгода и была, был и был, что поделаешь. У него есть дети, однозначно у него есть дети, возможно, даже несколько детей. С той женщиной он уже не живет, и не живет давно, но с детьми общается и детей поддерживает. И дети его очень любят и уважают. Как-то, знаете, спокойно женился, спокойно развелся, спокойно построил свою жизнь. Мужчина, который ни в чем не нуждается. Мужчина, у которого, прям все в жизни есть. И вот его в сегодняшнем дне называют таким завидным женихом, он такой завидный холостяк. Но он женщин к себе, не хочет подпускать, потому что он уже был в таком браке, знаете, где слюбится, стерпится, он понял, что так это не работает. Он теперь хочет только лишь вас. И этот мужчина, скорее всего, что-то про вас узнал, что станет триггером, толчком к тому, чтобы он искал встречи с вами. Допустим, возможно, вы с кем-то расстались, развелись, вышли из каких-то токсичных отношений. Возможно, вы куда-то съехали, переехали, и теперь ему легче до вас добраться. Может быть, еще что-то узнал. Вы все разные, отсыпка все-таки общая. Я вижу, что он вас найдет. Он вас найдет, он к вам придет. Встреча
для него будет очень ожидаемой, да, потому что он к ней готовится, он на нее настраивается, он там репетирует. А для вас эта встреча будет максимально неожиданной. Судьба дает этому мужчине спустя столько времени, спустя столько лет еще один шанс. И мужчина этот шанс не хочет упускать. Он такой: нет, вот прям в лепешку разобьюсь, но я ее добьюсь. Я ее больше не отпущу. Ну, то есть у меня в жизни все есть. Я понимаю, что не в деньгах счастье, да, что должен быть любимый, родной человек рядом. Вот этого я хочу. Ну, девочки, что сказать, встреча тут неизбежна, она здесь показана. Тем более я вижу, что мужчина уже знает, где вы находитесь, уже знает, где вас искать. Но у кого-то прямо во всех подробностях знает, как расписан ваш день, где вы работаете, где вы бываете, когда, во сколько, куда подходить, да, чтобы вас встретить. Мужчина тоже, конечно, будет немножко играть. Он скажет: о, так неожиданно. Потом, конечно, он вам признается, что он вас искал, что он вас нашел, что он сам к вам приехал. Но изначально он вам этого не скажет. И да, это будет выглядеть все так нереально, фантастично. И опять же, вам как-то немножко придется понапрягаться, чтобы его вспомнить. Хотя, да, лицо знакомым покажется. И вот он такой: ну давай, вспоминай, это же я, вот помнишь, такой-то там день, в таком-то городе, в такое-то время. Вот. И вы так потихоньку начнете вспоминать. Очень сильно удивитесь, что мужчина прям очень возмужал. А в вашей памяти он, ну, так подстерся, конечно, и плюс он был каким-то таким дрыщеватым мужчинкой. Ну, может быть, даже каким-то слабохарактерным, да, парнем. А тут прям такой мужик во всех смыслах слова, прям альфа-самец. И еще от него очень дорого пахнет, да, вот какой-то у него парфюм, либо у него там, ну, не знаю, там из натуральных материалов одежда, да, вот прям такой дорогой запах от него идет. И вы такая: ничего себе, преобразился. Ну прям, да, был Иванушка-дурачок, а теперь он прям целый богатырь стоит. Князь, да, какой там богатырь? Князь перед вами стоит. Не знаю, он вас куда-то позовет, пригласит, у вас такой долгий разговор состоится, будете вспоминать свое прошлое, а потом заговорите про настоящее, вам будет грустно, мужчина это заметит, мужчина будет стараться как-то вас развлечь, отвлечь, вы так будете тронуты, скажете: боже, он такой заботливый, он такой чувствительный, он понимает, да, он все понимает. Кстати, у кого-то еще может отыграться, что мужчина подгадает встречу, например, у кого-то в гостях. Ну, допустим, у кого-то из ваших общих друзей, допустим, день рождения, да, либо, ну, какой-то сабантуйчик. Вот, и он подгадает, и, ну, типа, да, вот этот элемент неожиданности, что я ж не к себе приехал, я приехал на день рождения, но, тем не менее, с тебя я глаз не свожу, и ты мне нужна. Ну вот прям мир как будто бы остановился, и вы вдвоем общаетесь, кстати, очень тепло. Почему-то вы будете тронуты его умением слышать, слушать, умением быть внимательным, таким вот чутким, очень человечным. Он вам покажется каким-то прям неземным. Скажете: вот как я раньше в нем это не видела, либо он раньше не был таким. Вот прям отмечайте это, отмечайте. Я не могу сказать, что у вас прям там чувства к нему, и вы такая: о боже, я ваша навеки, да, нет, этого не будет. Наоборот, вам просто легко и приятно общаться с этим мужчиной. И опять же, воспоминания прошлого, когда вы были молоды, да, когда жизнь такой прекрасной казалась, это тоже даст свой толчок. Я вижу, что вы с ним начнете общаться. Опять же, все зависит от того, где он находится. Если он проживает где-то недалеко от вас, то вы будете общаться лично. Если он проживает где-то далеко, то, скорее всего, да, ему нужно будет вернуться туда, где он живет, и вы уже будете общаться, там, не знаю, в интернете. По телефону можете общаться, но общение у вас с ним будет. Он вас будет звать замуж, девочки, и ему меньшего не надо. Вот буквально показывают, вы стоите, он на коленях сидит, он так голову вверх задрал, держит вашу руку и предлагает вам свое прекрасное большое сердце. Ну, а вы стоите и думаете, у вас за спиной почему-то тройка. Может, вы не готовы к браку. Может быть, вы не чувствуете к нему тех эмоций, чувств, которые есть у него к вам. Может быть, не знаю, видите в нем брата. Но вот как-то вы его по тройке воспринимаете, а он вас воспринимает как омега. Омега – это первая буква алфавита, да? Это начало нового, начало новой жизни, начало нового счастья.
Это то обещанное счастье, к которому он всю жизнь шел. Ну, будет, наверное, вас уговаривать, но, опять же, он не будет лезть на рожон. Ему не нужны романы, да, ему не нужны там, как бы страстные романы. Ему нужна четверка, на меньшее он, опять же, повторюсь, не согласен. Ему только лишь нужна четверка с вами. Четверка – это семья, это законный брак, это пара, да, люди как пара. И эту четверку он прям буквально будет пропихивать ваши отношения, уговаривать, типа, ну давай, вот видите, за вами тройка, он будет выпихивать эту тройку и менять ее на четверку. Могут возникнуть проблемы с вашей стороны, если у вас есть дети, и эти дети уже, ну, такие более-менее взрослые. Дети могут быть против, дети могут ревновать, дети могут, так, знаете, в позу становиться. Ну как так, ты была наша мама, а теперь, видите, у тебя мужчина появился, ты, видите, личную жизнь свою выстраиваешь. Могут быть такие моменты. Могут даже родители ревновать, вот если честно, у кого-то. Но, тем не менее, выбирать, конечно, вам. Если вы хотите сытой, довольной, спокойной, счастливой, такой вот полноценной, наполненной жизни, этот мужчина идеально подходит. И я не буду скрывать, я вижу, что мужчина любит вас больше, чем вы можете полюбить его в ответ. Извините, но скажу как есть. Если вы понимаете, что ну нет, я так не могу, мне нужна действительно вот прям любовь, чтоб искры, чтоб прям в хлам, ну тогда вы его точно не выберете. Ну вот есть такие женщины, которые такие говорят, ну нет, нет, только лишь искры. На меньшее я не согласна. А есть женщины, которые, да, говорят, я так устала, я так хочу, чтобы меня любили, носили на руках, обо мне заботились. Вот вам этот мужчина вообще идеально подойдет. Он будет под вас подстраиваться, у него практически нет вредных привычек. Он не тот, кто будет, там, не знаю, ходить в засаленных трусах семейных, с грязной майки, рыгать, отрыгивать, пукать. Он этого не будет делать. Он интеллигентный человек. Тем более к вам он относится как к богине. Никогда себе такого не позволит. Вот кофе в постель, там, собственноручно приготовленный, либо купленный завтрак. Вот это да, он может. Романтика, розы, лепестки роз, там, романтические путешествия, там, романтические свидания в ресторане. Да, это он. Вот. Ну, выбирать, конечно, вам. Сердцу не прикажешь. Вот. Понятно, что мужчина классный, и может вы попробуете и поймете, что все-таки сердце не лежит. А может быть, наоборот, попробуйте и скажете, о, да, это то, что я заслужила, это то, о чем я мечтала. Ну, вот судьба дает шанс. Шанс и вам, и ему. Вам шанс на такую беззаботную, легкую, комфортную, счастливую жизнь, в достатке, в удовольствии, в радости, жизнь полная чаша. А ему дает шанс наконец-таки стать счастливым, да, рядом с любимой женщиной, которую он любил всю свою жизнь. Но тут буквально у судьбы сердце сжалось, она такая говорит, боже, бедный мужчина, столько лет он любит одну женщину, ну надо как-то ему помочь, надо как-то ему посодействовать. Ну вот встреча у вас и произойдет. Так, еще. Помимо этой встречи я вижу, что с вами по телефону свяжется какой-то человек. Человек, который должен вам что-то рассказать, должен вам что-то объяснить. У человека совесть не на месте, не чиста перед вами, и совесть мучает, да? Человек вот постоянно о вас думает и думает о том, что вы этого не заслужили, да? Вы были добры, вы были ласковы, но вот как-то плохо с вами поступил. Вот я вижу, что это мужчина, и этот мужчина с вами по телефону свяжется. Как сможет, так и объяснит. Но объяснение вы получите. Это не обязательно про любовь, это может быть про что-то и другое. Но вот этот мужчина к вам что-то чувствует такое, что заставляет его с вами связаться, да, и вам все объяснить. Если честно, вы будете благодарны этому мужчине, да, за то, что все-таки он связался, за то, что объяснил. Другой бы просто, знаете, забыл бы, вычеркнул и все. А этот, видите, все-таки честным окажется. У вас тоже такой прям разговор, достаточно напряженный, достаточно сложный, но тем не менее, да, разговор у вас состоится. Так вы еще и объяснение получите. И еще, мои хорошие, в вашей отсыпке очень странные знаки. Знаки того, что вот кто-то к вам неровно дышит. Давайте скажем так. Человек, которого вы хорошо знаете,
человек, который буквально у вас перед глазами крутится. Может быть, по соседству, может быть, на работе, может быть, в одной компании. Но вот вижу, что он неспокоен в отношении вас, но вот этот, который придет из прошлого, он его немножечко демотивирует. Либо наоборот, может быть, заставит его действовать. То есть у кого-то еще, вот видите, любовный треугольник показан в чистом виде. 2 мужчины, 1 женщина. Ну, тут, конечно, девочки, нелегко вам придется между этими 2 мужиками. Потому что этого вы знаете, вы просто не знали о его чувствах. А этого заново нужно открывать, потому что очень много времени прошло. Ну, смотрите, думайте, решайте, выбирайте. Судьба решила так. Ну, так оно и будет. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.